Таджикистан будет молить о помощи. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как слова Владимира Жириновского вновь взбудоражило многие страны. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Если будет страшная мясорубка в Средней Азии, миллионы русских как мы сможем защитить? Там 5-7 миллионов русских. В Казахстане немножко, Киргизии, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения. Движение «Талибан» в будущем возглавит правительство Афганистана, а Российской Федерации придется считаться с этим, поскольку это государство является нашим соседом. Такое мнение высказал глава ЛДПР Владимир Жириновский. Нам с ними надо сотрудничать, и я думаю, до сентября, до октября они полностью власть возьмут в свои руки, сформируют правительство и назначат руководителей своей страны, и нам придется с ними, так сказать, сотрудничать. У нас 3 границы – таджикская, узбекская и туркменская. И если там будет неспокойно, то это неспокойствие дойдет и до Урала, Сибири, до Поволжья. Поэтому нам выгодно с ними договариваться. Неизбежно талибы возглавят Афганистан. Мы талибов признали террористической организацией не по своей воле. Так захотелось Америке, считавшей, что они устроили теракт 11 сентября. США забыли, что именно они создали талибов для борьбы с советскими войсками. Но наши военные оттуда ушли, а талибы остались. И теперь миру придется их признавать правительством Афганистана, говорится в сообщении партии ЛДПР в телеграм-канале. Говорю еще раз, это наша граница, это наша территория, это наши заводы, это для меня родная земля. Вот американцам что там делать? Как нам в Кубе делать, на Кубе что-то делать, Венесуэла. По его словам, талибы, по сути, это граждане своей страны, воюющие с иностранцами, которые ворвались в Афганистан со своими порядками, а они этого не хотят. Как вы относитесь к таким высказываниям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Районы Афганистана еженедельно дюжинами переходят под контроль талибов, как и армейские части и запасы вооружений. Моральная обстановка в правительственном лагере и раньше была не лучшей, а теперь вследствие неизбежного выхода из страны американцев хаос и паника постепенно достигают наивысшей точки. За последние дни больше 1000 военных армии Афганистана были вынуждены скрыться на территории Таджикистана. Сейчас мы можем совершить в Афганистане ту же ошибку, что и Брежнев в 1979 году. Все криминальные банды оттуда могут ворваться в Среднюю Азию, и мы получим очередную горячую точку под боком. Украина дымит, Кавказ дымит, и третий фронт будет Средняя Азия. Нам, конечно, будут сейчас навязывать, ну давайте поможем, это братские страны ОДКБ, а в итоге прольется кровь русских солдат. Этого нам не надо. Нас американцы в 1979 году пугали, что сами войдут в Афганистан, и чтобы их опередить, мы ввели войска первыми. А пусть бы лучше они вошли. 20 лет там пробыли, в 1999 году вышли, и все у нас было хорошо. Мы спасли бы свою репутацию, жизни 1000 солдат, а американцы убедились бы, что завоевание Афганистана невозможно. Но мы пошли на поводу у США. В Афганистане даже специально выпустили коммунистов из тюрем, чтобы они обратились к Кремлю. Помогите! И мы помогли. Сейчас опять тот же сценарий разворачивается. Из Таджикистана в Москву звонят, из Киргизии звонят. Помогите, не надо. В рамках ОДКБ окажем моральную, техническую, дипломатическую поддержку, а войска посылать ни в коем случае не надо. Возможно, будет обострение обстановки в Средней Азии. Я бы советовал, я сам оттуда, мои земляки, не надо ждать, когда будет большое обострение и, возможно, даже какие-то столкновения. Переезжайте в Россию. Как вы относитесь к такой позиции политика? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!